Шавкат родился в Узбекистане, и этот факт, вкупе с арабским именем и нетипичной фамилией, очень долго вводил в замешательство казахских болельщиков. Некоторые из них до сих пор задают ему вопросы относительно национальности. Сам Рахмонов уже давно привык отвечать на них с улыбкой. Казах мало это или нет. За это сразу начинается вопрос, кто ты по национальности. Я говорю, что я казах, родом из Узбекистана, родился там, ходишь. В детстве он хотел стать военнослужащим, а в школьные годы активно интересовался боями. Еще в Узбекистане Рахмонов начал заниматься местной борьбой куреш, затем тайским боксом. В 16 лет после переезда в Караганду поменял эти дисциплины на бокс и боевое самбо. Он не знал ни казахский, ни русский, поэтому устроился на работу грузчиком и совмещал тяжелые трудовые будни с тренировками. Молодой боец попробовал панкратион, грэпплинг и в 18 лет сосредоточился на ММА. В 2013 году он попал в сборную Казахстана и познакомился с тренером Баяном Жангаловым, который привел его к успехам. Первая громкая победа случилась в Санкт-Петербурге на мировом первенстве по смешанным единоборствам. Рахмонов выиграл 5 боев подряд и стал самым молодым чемпионом мира среди любителей. Приз вручал лично Федор Емельяненко, бои которого Шавкат смотрел с детства. Его победное шествие продолжилось через полгода. На чемпионате Азии в Астане Рахмонов в финале разобрался с соперником всего за 44 секунды. После этого он еще дважды уверенно доходил до финалов чемпионата мира, однако оба раза проиграл российскому бойцу Гаджимураду Хирамагомедову, не справившись с его борьбой. После первого неудачного финала Рахмонов начал профессиональную карьеру. Его с радостью подписали в М1 и поставили в карт крупного турнира в Ингушетии. Соперником стал Адам Цуров, который едва не нарвался на гильотину уже в самом начале. Немного пролежав на спине, Шавкат придумал отличный свип и оказался на ногах. Цуров снова полез в клинч, но контратака застала его врасплох. Шавкат вышел на армбар и изящным движением тела превратил прием в треугольник, одержав первую победу в профи. Уже через месяц он вышел на Маркуса Винисиуса, на счету которого было 10 побед при 7 поражениях. Базовый капоэйрист сразу же включил ноги и начал активно обстреливать Шавката. Затем он хлестко попал левым боковым, провел амплитудный тейкдаун и прилично набросал сверху. Казахские болельщики напряглись, но рефери поднял бой на ноги, и в этот момент Рахмонов включился. Он замучил соперника постоянной сменой позиций и жестоким граунд-энд-паундом. Бразилец долго терпел, однако поединок был остановлен после безответных ударов из бэкмаунта. Следующий поединок он провел в Оренбурге. На 57-м турнире М1 Челлендж ему противостоял чемпион мира по карате Бартош Хирак. Насмотревшись предыдущих боев Шавката, поляк отложил в сторону свои навыки в стойке и полез бороться. Он даже пытался скрутить пятку, но быстро разочаровался в этой затее и провел еще один тейкдаун. Рахмонов был традиционно спокоен. Он выждал ошибку соперника, выбрался наверх и уже не отпустил жертву. Вдохновившись своими успехами, Шавкат вернулся в рейдж всего через 2 месяца на турнире «Битва номадов» в Астане. Михал Винцек приехал похвастаться рекордом 5-2, а в итоге попался на гильотину всего за 49 секунд. Эта победа до сих пор является самой быстрой в профессиональной карьере беспощадного казаха.